Что сделала Пугачева для татарской эстрады? Она никогда в жизни не спела ни одной татарской песни. Она не продвинула ни одного татарского исполнителя. А ведь татары – титульная нация. И надо было спеть татарские песни. И мы ждали от нее. Песен не было. Что у нас такой цирк. Это странно, но мне очень нравится выступать здесь. Я здесь тоже немножко другая, песня по-другому слушается. И главное, что нет ощущения работы. Тяжелая работа, потому что я-то знаю, какой тяжелый труд у циркачей. Поэтому, когда выходишь на это место, то твой труд кажется просто легкомысленным полетом бабочки. Я знаю, что у вас у кого-то есть цветы. И чтобы мы не спускались с этого сверху вниз, потому что это чревато и опасно, то у меня есть несколько песен в начале концерта, в конце концерта. И я обязательно ко всем подойду и соберу эти цветочки. Загляну я в ваши глазки, в ваши сердца. А было что? Было несколько сорванных концертов в Казани. Это 83-й год, 85-й. Поэтому татарское население к Пугачеве относится скептически. Что вот касается интервью, давайте мы начнем с конца, где она обращается к советской публике. И она говорит, что она любит эту публику. Но как же она любит ее? Спасибо вам за счастье общения с вами. Спасибо вам за взаимную любовь и поддержку за все годы, за все эти полвека. Спасибо вам, что вы и сейчас рядом со мной. И не надо мне даже говорить, молчите, я это знаю. Тяжело. Я их люблю. Я их люблю и страдаю из-за них, потому что за них, понимаешь, переживаю. Все интервью мы смотрели несколько раз. Мы пожалели о том времени, потраченное на это интервью. Она там тянет резину, она там говорит, но ведь самое главное, я хочу донести до вас, что потрачены огромные деньги на раскрутку этого интервью. Ну какие 10 миллионов, какие 15 миллионов? Это все накручено, это все мыльный пузырь. Но когда идут цифры 10 миллионов, 15 миллионов, тоже хочется посмотреть, что же эти посмотрели люди. Они 10 миллионов посмотрели. Максимум 1 миллион. Видно, что комментарии пишут одни и те же люди. Давайте снимем очки. Реальными глазами посмотрим на творчество и посмотрим на это интервью. Какой оно цели преследовало, кому оно направлено. Оно направлено на расшатывание ситуации в России, на дискредитацию нашего общества. Она отрабатывает своему хозяину, который ей дал команду. Она имеет счета, она имеет недвижимость. И чтобы все это не потерять, она живет за рубежом. И о какой здесь публике, которую она любит, можно говорить. Но самое интересное и самое, что бросается в глаза в этом интервью, когда Алла Борисовна наша произносит слово «совесть». Совесть! Есть такое понятие, как совесть. И совесть, Катя, она дороже славы, дороже роскоши, дороже всего. Особенно в моем возрасте. Ты же последнюю минуту будешь думать о том, что ты сделал, и как ты относился к людям, там, не знаю. Нет, это совесть. Что такое совесть? Это продать Россию, в самый трудный момент уехать отсюда, как с тонущего корабля. О чем мы говорим? Поэтому если даже сейчас будет извинение, будет раскаивание, какая-то ситуация, я думаю, народ у нас великодушный, народ у нас сердобольный, но это интервью, наверное, народ ей не простит.